Dostlar, çıktık прогулкаға. Жылы погода. Anlayalım özümle, sinesin ülgelmelle. Bir nazlısı jit Поедем ауылға. Әмне gelsin ellerге. Seni öptüm, minni öptüm. Nega kerek bu yarış? Melizimden seninle Jevlep kitip barış. Jevlep kitip. Так. Кеттік шынынан. Достар, салям. Поехал, короче, на аульский стрим. Есть что, я на ютубе. Азер включим второй ютуб тоже сейчас. Организуем. Сейчас вот так сюда. Проедем. Покатаемся. Пока этот Кулянка. Сейчас я выставлю. Второй тоже. Попробуем второй YouTube тоже раскручивать. Подписывайтесь на второй YouTube у меня. Ну, на все вообще можете подписаться. Примерно так. Это сейчас я буду открывать другой YouTube тоже. На нем будет слышно или нет? ХЗ, короче. Ну, попробуем. В наушниках там будем говорить. Придется иногда говорить в наушниках. Чуть-чуть позаписываем там тоже. Ну, до этого надо TikTok надо. А, ладно. Поставим это тоже. Под запись, так скажем. Так, сейчас. Хотел вчера я не смог. После того, куда я сходил, у меня вообще там как-то не было больно сильно этого сил. Спящий режим как будто у меня был. Вот здесь тоже сделаем. Тут тоже, короче, воткнем. Ну, конечно, там звук будет слышно или нет, не знаю. Ну, по крайней мере, попробуем, да? Вроде бы снимает, но ни хера не видно, блин. Больно сильно солнце мощное. Ну, ладно, видеть не будем. Потом будем посмотреть. И запись идет, главное. Так, жиды кеши уже, манда, Рахмат. Так, в новом, не знаю, будут люди или нет. Ну, типа, его надо раскручивать, сказал. Нет. YouTube. Пишет, что я его раскручиваю. Ну, имеется в виду. Пока нету людей. Только могут видеть подписчики, говорит. Желаю. Ну, как обычно, Уранда Жиль, Жилы, но Жиль. Жилевар. Это примерно так. Сейчас вот отсюда поедем в этот аул. 15 человек сидит уже, Рахмат. TikTok я уже сейчас сообщу. Сюда этот будем кидать запись. Что это? Суббота, короче, все куда-то прутся, непонятно откуда, куда едут они. Вот так вот. Чуть-чуть вон там поедем. О, идем. Сейчас, секунду, белая машина, подожди уж. Проеду я. А потом пешком пойдем. Надеюсь, меня слышно. Там справа, короче, без наушников, слева наушник, потому что слева телефон нехороший. Китайский какой-то попался.
Ауылға поедем, посмотрим лошадей, как обычно. Как обычно, разведка лошадей. О, нифига, здесь же заросли были. Вот они почистили. О, вообще. Вообще нифига я раньше не видел здесь, что творилось. Вот это да. Вот это да. Офигеть, как почистили. Вот участки, сколько тебе надо, 100 участок тебе, да? Точно, и там было заросли, вон там, нифига. Ой, блин, все было обросшее дерьмом каким-то. Офигеть, давайте будем идти пешком как раз. Посмотрим. Ну тут бишь-пиши. Вчера, что ли, я закидывал, короче, вот эти, запарили эти дрынделки всякие. Вчера, что ли, я закидывал, услышал Идель Урал, что в январе там по 3 человека, или всего 3 человека, или 6 человек из Башкортостана с Татарстаном взяли в плен, короче, попались в плен. И что-то там с ними произошло. Ну, короче, вот такая вот фигня, блин. Ну, а это как бы явно происходит постоянно. Нифига, да, блин? Как будто, блин, кукуруза тут росла. Какой-то, блин, опилки какие-то, желтые деревья какие-то. Охеренный участок, блин. Вот такой густой был он, блин. Думаю, вообще там какой-то заброшка, блин. А оказывается, чей-то двор, блин. Вот так вот, наверное, тут тоже. Понакупили всякие. И забросили. Да, у него тут вообще мусорка, короче, создали мусорку. Ужас. Все, весь мусор там у него собрался. В дворе. Так. Что так тихо едут, блин? Так. Пойдем-ка ты что? Не в тему я еду. Посмотрим, что там начало цвести, не цвести. У меня пока таких читать новости я не могу. Я еще задавать вопросы. А о чем обсудим сегодня? Ну, пока могу рассказать, что произошло у меня вчера. Чуть-чуть. Все там невозможно рассказать. Что-то помню, что-то не помню уже. Короче, самый интересный вопрос был про нацизм. Спрашивали меня про нацизм. Я чуть-чуть поверну, я вам покажу. Видать, не видать местность, короче. Вот, чуть-чуть постоим. Получается, спрашивали про нацизм и как я его как бы на себе проверял, что ли, примерял. Ну, вопросы были странные. И вообще не могу понять. Ну, наверное, их это интересовало, наверное. Я же не могу в их голову залезть, да? Вот. Получается, спрашивали, вы ощущаете ли нацизм, говорит, во Франции? Я говорю, нет. За все эти годы я впервые нашел место, где я его не ощутил, я говорю. Ну, типа, они, наверное, внутри подумали, да ну нафиг. А потом спрашивали, а в Германии? Я говорю, в Германии есть нацизм. Видите, какие-то цветочки голубенькие такие? А в Германии?
Германии, я сказал, нацизма. Ругаться нельзя в этот месяц уж. Пытаюсь не ругаться. В Германии, я говорю, дофига, так скажем, нацизма. Столько нацизма, я говорю, не думал, что там есть нацизм. А почему? А потому что, я говорю, узкожопых там много. Где узкожопые, там нацизм. Потом третий вопрос был. А в Норвегии? В Норвегии, я сказал, тоже нацизм. Потому что этот нацизм Норвегии тоже я ощутил, ну, как бы в ихнем ракурсе. Их не ракурс, он как бы чуть другой, да, так скажем. Вот так, примерно вот так я им сказал. Это самые такие странные вопросы были. Потом, второй вопрос был. Типа, какая специальность была у вас в армии? Какая специальность была у меня в армии? Ну, я говорю, у меня специальность была ВМП-1. Вот. А что вы там делали? Ну, я говорю, я стрелял. Учили стрелять. Ну, ты потом опять что-то на другой вопрос перевели. Делегация как бы была такая огромная, и столько вопросов, я охеревал просто. Ну, вроде бы и вопросов-то немного, а в то же время они какие-то то ли были тупые вопросы для меня, то ли не по теме. Не по теме моей ситуации. Вот. И, само собой, возвращаясь к первому вопросу, нацизм. Я говорю, вот этот нацизм меня достал уже, я говорю. Он везде, где узкий мир. Вот. А потом что-то там насчет мобилизации начали спрашивать, типа, почему, говорит, вы не пошли воевать. Тоже странный какой-то вопрос был, странный. Вон на лошадях едут. Почему, говорит, вы не пошли? Побудем здесь. Покажу я вам. Почему, говорит, вы не пошли воевать? Ну, имеется в виду в Украину убивать. Я говорю, убивать? Я говорю, я не убийца. Если вы хотите как бы найти во мне убийцу или что-то в этом роде, я говорю, я не убийца. И как бы убивать людей, как бы, ну как-то вот не пошел, я говорю, вот пошел и все. Убивать людей я не пошел. И, короче, блин, что там, интернет вырубился, что ли? Идиотский интернет, а? Тут не вырубился, надеюсь? Блин, интернетом что-то происходит. Сейчас, секунду. Идиотизм. Конечно, точка доступа вырубилась. Сейчас. Короче, я думаю, что с интернетом, блядь? Короче. Почему не называете русских свинорусами? Ой, блин, телефон упал. Этот... Свинорусы? Ну, я же говорю, я в данный момент пока не хочу матом крыть этот месяц. Если ты впервые здесь у меня, посмотри мои старые ролики. Короче говоря, узкожопые эти, где есть, я говорю, везде нацизм. Нацизм. Вот. Так, вроде бы. Нет, еще раз зайти, выйти, что ли. Ты самый первый нацист. Да пошел ты. Узкожопые самые первые нацисты. Я
поражаюсь до сих пор, почему после уничтожения Гитлера сейчас мы Путлера не уничтожаем. Вот загвоздка. Ну, время придет, будем уничтожать, время придет. Время придет, уничтожать будем мы вас. Вот. И вот, насчет мобилизации. И что вы, говорит, почему вы не пошли туда-сюда, короче. Ну, я говорю, вот представьте, я говорю, как я должен идти, если там, я говорю, у меня родственники живут и так далее, туды-сюды, короче, вот так примерно. И как я должен, как бы, по вашему мнению, идти, я им говорю. Этим, как говорится, заниматься плохим действием. В итоге, короче говоря, мозг вынесли насчет того, что вот как бы, ну, на гражданке какая у вас специальность была? Ну, я говорю, ну, такая-такая, вот. И в итоге, короче говоря, вот эти странные вопросы, те, которые от них звучали, тревожили меня тем, что они, получается, спрашивали вообще, ну, не по теме, да, не по теме того, что ты там от мобилизации ушел или не от мобилизации. Только пара вопросов таких подобия были, а другие были какие-то вообще даже не косвенные, а вообще странные. Для меня вообще они были странные. Может, даже какие-то такие, как будто бы они не смотрят новости, что ли. Вот такие вот новости, ну, как бы, точнее, вопросы их не были. Вот это меня поразило. Вот. Поэтому я считаю, что нацизм именно и мобилизация, оно вместе взятое. Еще вспомнил одну вещь. Спрашивали, а вот вы, говорит, служили когда в армии? Откуда это они взяли, я так и не понял. Может, я когда-то давал интервью, может, оттуда оно взято было. Хз, короче. Там, говорит, в армии что происходило, я говорю. Ну, я говорю, в армии была дедовщина. А она сейчас есть? Я говорю, конечно, есть. Почему бы нету? Дедовщина, я говорю, была, ну, такая, ну, примерно, говорит, расскажите, что делали с вами. Ну, как бы, что происходило, да, типа, в этой издевательства, какие были издевательства, был вопрос такой. То ли переводчик, ну, переводчик-то вроде нормально в этот раз был, то ли они задавали какие-то, вот, знаете, вот, бывает же, вот, допустим, нескладованные вопросы, допустим, как будто бы ты не знаешь какой-то язык, и ты задаешь вот на ломаном языке. Вот как будто вот такие вопросы были, странные. И типа, как они, говорит, издевались в этом, в армии. Ну, я говорю, с таких не больно слабо, ну, каких я говорю, какие вам рассказать, более страшные или более помягче? Я говорю, ну, они говорят, рассказывайте все как есть. Я, начал 2 эпизода рассказал, как это происходило. Я говорю, первая такая была издевка, я говорю, без оставления синяков. Это, они не знают, что такое душка из кровати. Душка из кровати. Я говорю, вытаскивается душки из кровати, и получается, этими душками херачится по пяткам. Ты не можешь на следующий день стоять на ногах, но у тебя нет синяков. Ну, как бы скрытие улик. Так, второе. Вот это меня вообще убило. Ну, я говорю, второе, примерно, давайте вот это я скажу, говорю. Дело было так. Берется, короче, есть лицевое полотенце и ножное полотенце. Вот здесь меня убило вообще. Ну, допустим, я говорю, лицевое белое, а ножное может быть голубого цвета или розового. Ну, они отличаются. И
они докопались до цвета. Какого же цвета было? Ну, я говорю, какого цвета? Ну, я говорю, розовый или голубой, разницы нет. Постоянно, я говорю, стирка и дается новое. И что она делает? Я говорю, ну вот этот вафельное полотенце намачивается хорошо в воде. И потом им отбиваются все почки, короче, все тело, верхнее тело. Потом, когда у тебя проходит утренняя проверка санчасти, ну, это медик утром смотрит, синяки туда-сюда, боли есть, нету, там глаза смотрят, зрачки, то, все, короче, вот так. Под трусами смотрят, вот так, трусы снимаешь. Все смотрят, короче, жопу смотрят. Короче говоря, я говорю, вот этого, чтобы синяков у тебя не было, но ты был избитый, они для этого делали вот такие вещи. Примерно так. Это такие странные вопросы, я же говорю, странные вопросы были, и странные вот им были ответы. В итоге пошли дальше. Там еще до хрена каких-то попутных вопросов было. Я уже все не вспомнишь, и все нельзя тут говорить, конечно. Это же все-таки как бы конфиденциально все это было. В итоге, короче, что я понял, что они не вот вообще не бум-бум или прикидываются, то, что они не в курсе, что происходит в этой Пи-России. В Пи-России происходит этот весь кошмар, и они не могут этого, как бы, ну, как сказать вам, то ли они вот реально не смотрят новости, хотя бы украинские, или они смотрят российские и верят в российские новости. Вот здесь у меня пошли сомнения. Итог вот этих всех сомнений и вот этого всего привело к тому, что оно так быстро все закончилось. Оказывается, я потом узнавал, почему так все произошло. Ну, говорят, оно так и бывает. От силы там полчаса-час. Ну вот примерно у меня тоже, наверное, было, допустим, 40 минут это все происходило, может быть. Самое большее. Может, 30 минут. Поэтому, когда идет вот такое как бы интервью, так скажем, я понимаю, что у них как бы этот человек, который тебя как бы принимает, они реально оторваны от реальности. Как бы они живут в каком-то заполярном круге, как будто бы они не знают, что такое это Россия. И думают, что каждый человек, который что-то там им должен рассказать, такое необычное, оно должно быть как вот, я не знаю, такое, где нигде никто не говорил. И они сами не понимают, что есть узкожопые новости, вранья, и есть украинские новости, где рассказывается конкретность и что происходит. Но там дальше уже мне как бы больше вопросов больно таких и не было, таких, которые можно рассказать. И я понял одну вещь, что там просто так не поговоришь. Это очень короткий такой был промежуток этого процесса. Там от души там сесть, поговорить, чай попить не получится. Ну, имеется в виду вот такая тема. Поэтому я так понял, что весь этот процедура была для того, чтобы просто уточнить уже окончательные какие-то данные и поставить вердикт. И все. Будем посмотреть. Сказали, получается, ждите ответа на свой электронную почту, сайт, на который, мы зарегистрированы на сайте ихнем, получается, вот там посмотрите, будете посмотреть там. Вот что-то в этом роде. Вот такая вот фигня, И, конечно, это для любого человека, я думаю, какой-то стресс. Вот. И как-то вот так все как-то и началось странно, и закончилось странно, и ответов пока нету.
Вот такая вот ситуация странная. Поэтому пока результатов нету, потом уж, наверное, расскажу, когда будут начинаться результаты какие-то будут в дальнейшем. А так вот примерно вот такой процесс. Это, я думаю, ждет каждого. Или у кого-то было оно, или будет. Ну, рано или поздно это ждет каждого. Примерно так. Если ты беженец, если ты, как говорится, едешь в другую страну и просишь азюль. Азюль это, ну, типа беженство. Вот примерно такая тема. Примерно такая тема. Примерно так. Так, короче говоря, я включил этот тот новый этот YouTube, что-то там не прет нифига, короче. Потом как-нибудь мы его будем дома делать, наверное. Сейчас не вижу там смысла что-то делать. Попробуем до блокировки. Будут блокировать или нет, посмотрим. Ну, TikTok будут блокировать, конечно, блин. TikTok будут блокировать из-за того, что эфир будешь вести при езде на велосипеде. Они блокируют эфир. Вот примерно так. Ну, давайте просто поедем, короче. Так буду записывать. Есть, короче. Так, сейчас почитаю комментарии и поеду, короче. Так, о чем тут писали мне? Что писали? Так. Ты предатель России. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, предатель России. Мне эта Россия нахер не нужна. Поймите одну вещь. Я из Башкортостана, и как бы я Башкортостан, как говорится, даже не начинал предавать. Москва будет гореть, иншаллах. Фашисты зовут предателями тех, кто отказался с ними зиговать. Само собой. Рашистам всем в могилу, само собой. Сибирь с Украиной. Ура, дави путинских оккупантов. В Хабаровском крае мы пустили под откос 39 вагонов. О, молодцы. Молодцы. Вступать в РДК, вступать в батальон Сибирь, дави путинскую шваль. Вся Сибирь на СВО, а победить вы не можете в ВХХ. Ну, насчет РДК я не знаю, конечно. Я здесь политику веду другую, что Башкортостан с Татарстаном будет вести свою тему. Потому что мы против узкого мира всего. Башкортостан с Татарстаном, я еще раз повторюсь, само собой будет свободным, и там узкого мира вообще не будет. Они будут, как говорится, я как всегда говорил, без паспортов. Вот как здесь вот люди, беженцы, получается, проходят этот весь процесс, поедем, короче, и узкожопые тоже также будут проходить этот процесс. Весь Башкортостан с Татарстаном принудительно будет очищаться от этого узкого мира. Принудительно. Которые будут говорить, что независимость Башкортостана они не хотят, они поедут в московское болото. Все, к себе родственникам, откуда они повылазили. Примерно так. Только так. А пощады им как бы давать, пусть дает, как говорится, Бог ихний. Примерно так. А так Башкортостан и Татарстан будет полностью очищен от этой патриотов этих. Вот травка растет зеленая какая-то. То ли трава, то ли пшеница. Непонятно что. Может, просто трава. Ой, вот так. Что-то это. Так, 180 человек сидит. Рахмат. Так, прогулка по аульский стрим, как обычно. Подышим свежим воздухом. Вспомним Башкортостан. Вот так вот. Но самое главное, вот я же говорю, откуда это он взял, конечно. Этот вопрос задали, да? Нацизм, говорит, тут есть во Франции.
Я в шоке был просто. Почему они этот вопрос решили мне задать с лету при том? Я был, не знаю, как-то странно удивлен. Я говорю, вот сколько людей мне говорят, мусульмане, типа, там хиджаб нельзя, то нельзя, пятое, десятое. Начинают свои какие-то ваххабитские, идиловские дела мне это толкать. Я говорю, что в тот день я же об этом говорил вам, или где я там говорил в эфире, или где я там, что это личное. Вот если они хотят так делать, европейцы или там именно французы, это их личное. Почему я пришел к такому выводу? Потому что когда Башкортостан с Татарстаном будет исламский, тогда нам никто не будет урагозить и говорить, что вот, типа, почему у вас там, типа, давление какое-то идет, то, все, на этих, типа, на ношение хиджаба или не хиджаба, или, ну, какой-то вот предъява, если на нас будет, мы скажем, товарищи, французы там или кто-то там, у вас так нельзя же хиджаб носить? Да, они скажут, нельзя. Ну вот у нас вот так нельзя. Так что мы квиты. Вот и все. Не надо, как говорится, лезть в чужую кухню. Не надо лезть в чужие мозги. У каждого своя земля. Отвечай за свою землю. Как хочешь, так и делай свою политику, свою конституцию. А мы будем как хотим делать конституцию свою. В чем проблема? Вот так вот. Примерно так, понимаете? Это так мысль пришла от таких каких-то... То ли я что-то слушал и потом, размышляя, понял, что мы не правы, когда начинаем огорчаться, обижаться на тех людей, которые нас не дают нам этот. А сейчас я вам объясню и обосную всю эту тему. Все приезжают сюда, допустим, да, и говорят, почему хиджаб мы нельзя носить, то все. Им противоположный вопрос возникает. Толерантная Европа, да, базара нет. Там в Германии, может, ты там будешь ходить в хиджабе, там, или там в Норвегии, я не знаю, где там. Во Франции, допустим, нельзя, да, допустим, в школу ходить, там говорят, я не знаю, еще в глаза не видел. Итог какой? Итог всего вот этого в том, что мысль не убегает. Итог всех вот этих мыслей, ихних и наших, в том, что вот это ношение хиджаба и не ношение хиджаба к тому, что... Что я хотел сказать, забыл. Что хотел сказать сейчас. Самый этот. Сейчас, секунду. Здесь этот, сверху пройдемся. Сейчас я поставлю сколько. Вот эта пробка странно меня удивляет. Что за пробка может быть? Сейчас я встанем, как говорится. Сейчас скажу. Так, 159 человек. Дальше. Я поснимаю его чуть-чуть. На другой телефон просто.
Да, пока запись пошла. Солнца ни хера не видно, блин. Так, сейчас я комменты почитаю, я вспомню. Сейчас я эту тему, как говорится, я еще не говорил. Сейчас я вспоминаю, сейчас, что я хотел сказать. Я читаю комментарии, я здесь, я не пропадал. Так, идем дальше. Сейчас просто я начал эту тему насчет хиджабов и так далее. Я хотел вот эту тему закончить. Блин, пока я ехал, что-то отлетело с мозгов, блин. Сейчас. Пока едем, ну, идем, короче, сейчас пройду этот мост, короче, да. Опасный промежуток. Сейчас в деревню поедем к лошадям. К лошадям. Ой, шлепнешься, вот уже. Вот что-то тут не подметали дороги. Щебень, блин. Вот отсюда нафиг. Щебенка это находит. Мусор какой-то. Непорядок, а? Французы. Вот здесь в прошлом году было вот это масло, которое желтый этот. Цветы, короче, желтые. Масло выжимает. Вот, блин, а. Память мне. Дырявая. Так. Так, снимаем вам. О, сам едет, не кручу даже. Здесь будет дребезжание, наверное. Не знаю, слышно вам, не слышно. Надеюсь, слышно. Где-то будет дребезжание. Ну, такой ветерочек полупрохладный такой. Вот, дядя на электрическом фигачит. Старики-разбойники. Бабайка какой-то. Они, вот я что заметил, и на машине у них также, они любят на скоростях ездить, и на велике. Они не могут спокойно ехать. Постоянно они едут на какой-то скорости. Для них это драйв, мне кажется, это кайф. Они на кайфе, короче, едут, блин. Да, вот реально не включу даже. Вот один вот прокрутку сделал, наверное, сейчас. Само. О, коровки вышли, коровки. Сейчас на TikTok покажу. Вот коровки. Коровки черно-белые. В прошлом году я здесь
сфотографировал вам. Тут получается и справа ферма, как я понял, и слева. То ли одна и та же, то ли непонятно, короче. Вот так вот. Milky Way. Да, вот реально не кручу, короче. Запах аула. Но иногда только могу поймать запах Башкортостана, а так не всегда запах Башкортостана. Вот какая-то вода. Видите, у них электрические такие классные. На скоростях они будут ехать. Вот мы заехали, короче. Давайте остановимся здесь. Еще у меня свистит тормоза. Вот. Тут дружба народов у них, как бы, да? Такая, типа. Какой-то арык течет. Так. Что за нахер? Тут там кол забивает кому-то. Узбекистан рай. Так, сейчас почитаю, сейчас комментарии. Не приплетать узбеков к башкирам. А кто там приплетает, я не могу понять. Ну чё, велосипедист понял? Кого понял? Ой, завозили нам, да вы уроды! Я рожден в Узбекистане, 5 лет, живу в Казахстане, силя всем. Силя всем. Что за силя всем? Царям, что ли? Узбекистан никогда не будет братским народом башкиром. Алга, Татарстан. Причем тут братский народ Узбекистан или не братский народ? Насчет Узбекистана отдельная тема есть там. Китай вас там иметь начинает. Так что тут вопрос другой. Надо избавляться от Китая. Тоже. Нельзя его надо сносить и нахрен всех там менять. Всю эту шапку сверху. Вот так вот. Здесь вот слева ферма огромная. Вот ихний аул. Вот это аул у них, понимаете? Это деревня. Как будто камбойская деревня, да? Вот такая вот деревня. Дан дорогу. Дан дорогу. Дороги очень узкие. Как жопа узкие. Жопа узкие. Вот сейчас наверх. Можно и отсюда, короче, по деревне, но я здесь нашу дорогу срезаю теперь давно уже. Отсюда херачу напрямую к ферме. Второй телефон забыл. Сейчас где-нибудь посидим. До ифтара у меня еще дофига времени. Часа 3 еще есть, да? Блин, как херово едет. Блин. Короче, надо это сделать от велосипеда. О, видите, сколько людей ходит? Аул, и столько людей ходит.
Говорю, здесь аулы странные, конечно. Но это большой аул, мне кажется. Прям прилеплен к городу, где я живу. Это вот кладбище слева. Сюда я встаю всегда, вам показываю. Манзара. Манзара. Көрсетамын sizlarga. Обстановочку. Вот. Зелень. Это кладбище. Вот так вот. Алга, Татарстан. Заберите всех узбеков и таджиков обратно с Башкирии. Так, Данил Гайфуллин, я тебе блок кидаю. Куда забрать? Кутак, блядь. Куда забрать? Я не понял, блин. Данил Гайфуллин. Чё за ты урод, а? Меня сугенерга заставляешь. Мразота. А? Чё ты там, блин? У Руслана кутагын аузыңа алдың, что ли? А? Попутал вообще, что ли? Гайфуллин, мразь. А? Ташақ асты. Рахаттанып сугынып алайым әлі, а? Гайфуллинлар, блядь. Любой башкир, татар, который выебнется, блядь, ишетіп қойыңыз, ташақлар, блядь. Ананда тикток записывает мы. Выебнется против узбеков, менен лично өзіңіз сігілесіз. Башқұрстан мен Татарстанны күтігізге сігеміз, нахуй. Полный рост, блядь. Ишетіп қойыңыз шоны, блядь. Если вы выебнетесь, нахуй, против узбеков, нахуй, вы землей разровняем мы вас. Имейте в виду, нахуй. Борзеть, нахуй, мразоте вот такой, нацистской, нахуй, вам никто не даст. Мен сізге нәрсеге начал говорить в начале эфира про нацизм. Почему я вам объясняю нацизм, в чем проблема нацизма? А мында яза узбек, таджик или нәрсекей. Без твоих соплей разберемся, что, как мы будем делать. Главное избавиться Урыстан. Ташак, блядь. Удивляюсь, блядь. Яза, блядь, думаю, кем яза екен деп тұрам, блядь, нахуй. Кем яза екен деп тұрам. Заебали наши дела, блядь. Да хуя ондайлар. Да хуя, мен білем ондайларны, блядь. Аузыңа. 80-90. Лучше вон, любуйтесь, нахуй. Красотой, блин, Франции. А не тут этот демагогию разводите. Потому что урысны пока кутына сыкмәгенше, нахуй, туктарға тугел. Понимаете смысл какой? Наш огромный враг — это урыслар. Огромный враг. Не то слово, блин. Чуть-чуть-то тугел, а огроменный душман — урыслар. Что-то я не понял, опять скидывается. Что эта точка доступа скидывается, я не могу понять. Думаю, запись идет. Вырубает. Сим-карту надо, наверное, местами на этот перевязать. Потом сделаем. Поэтому в первую очередь Башкортостан и Татарстана задачится избавиться от путинасоса. А потом уже решать внутренние свои какие-то нюансы. С кем дружить, не дружить, это разберем. Башта жерлерін тартып аларға керек. А потом уже будем разбирать. Примерно так. Поэтому нацизм, деген әйбір, бізде болмайшақ. У нас не будет хабировская техника. У нас не будет вариант Хабирова, который ни за что засунул Алсынова в тюрьму. За то, что он просто, как говорится, сказал то, что сказал. Поэтому, когда идет какой-то националистический атрибутика, и начинает на нем как бы, ну, типа, загоняться, вам нужно одну вещь понять. Нужно, башта, разобраться. Син мусульман или кем син?
а потом после этого уже выдвигать свои какие-то требования к тому, как к другому какому-то нации, башка миллятке. А до этого, получается, для нас постоянно были и есть эти узкожопые наши враги. Безнен душманлар, урыслар, бүтінісі безнен душман. Бізге қазағы да, өзбегі да, қырғызы да, таджигі да душман түгел. Душман болса, олар әлі қошан бүтінісі жиылып, бізні әлі қошан басып алар. Бізге душман болса. Біздің душман Мәскеуде. Мәскеу басқан бүтін дүнияны. Кстати, вспомнил. Я что, не слышите новости, что ли? Казахстан как запел теперь. Народ против Путина, а Токайко сказал, что он будет помогать, ОДКБ придет помогать в Украину против Третьей мировой войны. И после этого что вы хотите сказать еще? Какую мне сказку хотите залечить? Как вчера, где я был, который мне пытались что-то залечить, не пройдет. Понимаете? Я же говорю, я когда вот с какими-то вот людьми начинаешь общаться, понимаешь сильно он, по каким критериям ты его можешь раскидать. Итак, он топит за свободу Башкортостана или Татарстана или нет? Это первое явление. Можешь ты с ним близок быть или нет? Второе. Может ли этот человек тебе нейтрально, как-то субординационно помочь? Если нет, значит тоже не наш человек. Вот до хрена вот этих критериев. Вот вчера как раз-таки вот этот критерий мне именно почему-то они и сами озвучили. Нацизм есть ли во Франции? Вот я сколько езжу вот здесь, сколько я прошу людей, никто мне не сказал, почему ты бородатый, почему ты такой, сякой, почему ты так едешь и так ся, и так ся, и так далее. А в московском болоте это ежесекундное явление, ежесекундное давление, явление этого нацизма. Башкортостан и Татарстанда дошулаев, не говоря о том, что у вас какое чмырье идет в армии, где сейчас вы идете убивать украинцев. Об этом даже и речи нету. Об этом мы вам постоянно читаем по новостям. И вы говорите, что вот мы типа такие с узкожопами в десна целуемся. Да, вы целуетесь десна с узкожопами, вот именно. Целуетесь. Почему? Потому что вы уже проникнуты этим миром. Поэтому вот этот какой-то Данил Ташак говорит, что узбеки, таджики нам не братья. Ташак, Данил, ты нам не брат, урод. Понимаешь, да? Надеюсь, ты тут. Поэтому вот таких Данилов, Ташаков мы будем кастрировать всех. К стенке нахрен всех. Дуңқайтырға бүтінісін, блядь. Швабры күтіне нахуй, аузымнан шығарға. Сігіп. Сейчас запишу. Как раз тема новая появилась для ТикТока. Так. Так. Башкорт. Вот прям при вас озвучу. Татар. Үзбәккә каршы чыксаң, күтеңә селәсең дип язып куям. Үзбәккә. Үзбәк. Так, хәзер. Үзбәккә каршы чыксаң. Моржа кебек. Моржа кебек. Сигеп ташлыйбыз. Примерно вот такой будет тема этого 8-минутного обзора, так скажем. На днях только слушал, закидывал я в Телеграм даже, что Айсин сам выходил, говорил об этом, что в Узбекистане идет давление Китая. Эту тему я еще как бы можно было поднять, но там надо читать где-то что-то. Ну, слышал ли, не слышали, уже в 1000 местах об этом говорится.
И кто-то отрицает, кто-то да говорит. Ну, я писал в Ташкент прям. И с Ташкента мне подтвердили это, как бы там нет ни такого, что... Никто не может отмазаться от этого, что этого нету. Понимаете? А почему? Потому что вот сегодня как раз с ТикТока вытащил одного чувака тоже. Чувак из Норвегии что-то говорит постоянно о том, что у нас это говорят обкойган. Озыга обкойган, кутыга обкойган или что-то в этом роде. А оказывается, у Мирзияева до хрена, как говорится, косяков перед Москвой. И его могут хлопнуть легко, так скажем. Очень много косяков, и поэтому, как говорится, он не может теперь против Китая выебываться. Понимаете смысл какой? Вот он такую карту закинул. Этот мужик, который говорит в своем ТикТоке тоже. Повар. Этот, Норвегии. Что надо объединяться узбекам всем. Как турков, месситинцев отымели, также надо объединяться узбеклерге. Китайцев всех выкурить нахрен. Bütün узбек мусульманына басырға и выдолбить этих узкоглазых. Узкожопых тоже добавок можете бітінісін сігіп шығарға Узбекистаннан. Это, как говорится, не нужно скрывать это, стесняться. Нет тут стеснения. Это твоя земля. У Китая есть огромная своя земля. Вы не должны быть, как говорится, сосающимися. Сізге тұрған боларға тиішсіз. И я считаю, что слабинка это и Башкортостан, и Татарстанда, вот к чему привело. И в Дагестане, и в Ичкерии, везде. Что оно привело? Привело к тому, что видели, как долбили чеченцев с 1994 года по 2000, грубо говоря, 5 год. 10 лет минимум. Постоянно какие-то бандитов ловили там. Им жить не дают. Понимаете? Ана кызлар шабалар. Спорт менен шөгүллөнөлөр. Ишип-тишип жатмыйлар. Поэтому, туганлар, мен билмейм, конечно, у каждого свое мышление. Но я считаю, что когда твой народ, получается, издевательски уничтожается, в данный момент Башкортостан и Татарстан, то это уже потолок, я думаю. Только что вот я тоже в телегу записывал одну вещь, что какого-то Максата с Туркменистана ищет мама. Его типа засунули куда-то в окоп, в армии, что-то там не за послушание. Понимаете? Вот только что я где-то слушал этого Майкла Наки. Он же постоянно какую-то хрень несет. Вот, уляга шунардансан, что даже какой-то чувак с Туркменистана поехал убивать украинцев. Ну, полнейший идиотизм. Также я вам постоянно говорил и Узбекистандан бар, Казахстандан бар, бүтін жерден. Со всех щелей поехали туда мочить украинцев. Смысл? Как будто Узбекистан іш біткенме? Узбекистан онда іш біткенме? Башкортостан и Татарстанда. Живете впроголодь, работаете на этих военных предприятиях. И после этого сіз айтасыз, мен башкорт, мен татар. Қойда сен башкорт, сен татар. Нихера сен башкорт, татар түгіл. Сен манкурт, который, как говорится, боится этот узкий мир. Қорқасыз өлерге. Оқша үшін өләсіз. А теге свобода үшін, не дейді нәрсекей добиться, что у тебя есть своя страна, вы боитесь. Вот это удивительная вещь. Вот чуть-чуть сейчас, может, я вспомню, я не знаю, вот не могу вспомнить то, что я хотел сказать насчет того, что начинал этот вопрос того, еще раз, вот, не могу вспомнить, вот что-то я должен был сказать там такое. Ну, еще раз давайте попробуем это, я еще раз повторюсь. Она, допустим, вот Франция. Она говорит, что нельзя носить хиджабы туда-сюда, да ведь? Мне это залечивают всякие эти люди. Часто, помню, слышал от чеченцев такое, еще кого-то там. Окей.
Вспомнил, прикиньте, вспомнил, альхамдулилля, вспомнил. Пока не забыл, скажу быстрее. Короче, чтобы не жаловаться, надеюсь, меня слышно, да? Сейчас вот этот ТикТок тоже записывает. Чтобы не жаловаться той или иной стране, когда вы приезжаете в чужую страну, помните одну вещь. Это я вам предъявляю прям. Вот предъявляю, вот находясь вот здесь во Франции, если кто захочет приехать на разборки, приезжайте, вот за это разберемся. Если вы за свою жопу можете ответить. В чем прикол? Когда люди кричат, что с другой стороны, приехав в чужую страну, крестоносовскую страну, приехав, вы говорите, что они вам не дают носить хиджаб или и так далее, тут возникает вопрос, у меня он возник. Я еще нигде не слышал этого. Башкортостан, Татарстанга, Ичкерия и Дагестанга это относится. Допустим, если вы считаете себя мусульманами, по крайней мере. Самое печальное и в тот же момент идиотское ваше мышление, которое я пытаюсь вам донести, что не захватив свою землю от узкого мира, вы требуете Францию или еще какую-то другую страну, чтобы ваши ходили в хиджабе. Понимаете смысл? Где подвох? Вам не стыдно? Вы каким-то макаром пытаетесь донести крестоносцам, католикам или я не знаю, кто они, да, явно не мусульмане, французам, чтобы... Кстати, вон же кладбище стоит. Возле кладбища вам это говорю. Вы хотите им донести, чтобы ваши женщины здесь сходили спокойно, потому что вы ищете толерантность, вы ищете какую-то адекватность. Ну тогда предъявите это. Эти Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, приведем его в исламский режим. В чем проблема? Туганлар? В чем проблема, братья-мусульмане? В чем проблема ваша? Когда вы возникаете в чужой стране, из 30 пизды приехав сюда, джаханнам кишигеннан килеп манда, выебываться и тасыз. Каким ты можешь это языком это предъявлять? Сперва наша задача вам. Я к чему это, понимаете? Это все круговорот воды всех моих слов приводит к тому, что независимость Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана, Чувашии и так далее, приведет вас к своим религиям. Хотите многобожниками, хотите тенгри будьте, хотите в жопу имейте друг друга. Любой, хоть голубизм, лесбизм, хоть что делаете там, когда вы сделаете свою независимость. А пока у вас нет независимости, у французов есть своя независимость, свое слово, свой язык. Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, пока молчите. Когда вы уничтожите Кадырова, подобных таких Хабирова, Минниханова, вот только тогда вы можете что-то пиздеть. Понимаете? Поэтому, туганлар, иметь, как говорится, свой нафс в укращенном порядке, так скажем, и в таком правильном русле, это значит идти на Москву. Вот там укрощать свой нафс, свое высокомерие, втаптывать, как говорится, в челюсть или в череп нахрен узкого мира. Вот там только, там. Нигде больше. Нигде в мире вы не можете кому-то что-то предъявлять выше своего, блядь, состояния. Ваше состояние — дерьмо. И шуну аңламайсыз. Мне вот это обидно, это стыдно. Я это осознал недавно, вот понимаете? Поэтому, когда мне вопрос вчера был задан про нацизм, я сразу автоматом сказал: само собой, здесь нет. Где я здесь услышал бы, почему у тебя борода,
Почему ты не бритый? Почему ты чурка? Я этого не услышал. Туалар, поймите, я этого не услышал здесь. А вы хотите сказать, что вы, живя в узком мире, живете так классно. Классно, что вас, получается, грубо говоря, на вашей голове ходят, топчутся, как говорится, и на вашу голову надевают трусы, стринги, и вы молчите. Вы как думаете, что это нормально. И вы думаете, что открытое вот это исламское столкновение, по-вашему, оно как бы, дает, что делать нужно сабр. Какой сабр? Какой сабр делать нужно? Я это вам во время Рамадана говорю. Аузубилля, Аллах өзі кешірсін мені сүгінганларыма. Тәуба қылдым. Но вы не можете одного понять. Сейчас. Поэтому я считаю, в данный момент мы, получается, в самом низком состоянии. Если остались еще Башкортостан bilan Татарстанда ир кишилер, мужиклар, то bizga yig'ilirga kerak. Bizga kutmasga kerak. Ukraina qachon jingib chiqar ekan, jingmas ekan, narsa bo'lar ekan. Kecha aytaman, какой-то у меня такой тяжелый день был. Прослушал я до конца Габбасова, двух этих Русланов, Айсина и Габбасова, ну, вроде бы какие-то отголоски чего-то есть, но они говорят ни о чем. Они говорят о каком-то там... То же самое, что я вам читаю новости каждый день какие-то мировые, об этом. Рассуждения о мировом порядке. Ике Русланга шул кирәкме? Или меня шул кирәкме? Безгә шул кирәкме мировой порядок? Безгә кирәк Башкортстан bilan Татарстан эчендә нәрсә булып происходит. Шулай бер кирәк. А мы, получается, обсуждаем о каком-то другом, каком-то вообще контингенте, где происходят какие-то действия. Да, можно это, может, там, через, там, во время какого-то чаепития, там, поговорить об этом. Бла-бла. Но он новостной ресурс тагылып ята. Когда у тебя стоит вопрос о том, что независимость Башкортостана и Татарстана в наших в данный момент руках, мы говорить должны только об этом. Мы должны кровь из нос взять в руки автоматы. Другого варианта у нас нету. У нас другой страны нету. Чтобы, как говорится, мы говорили, что да, мы не этот, как в тот раз, если помните, вопрос возникал, что украинцы не вернутся. Украинцы с Европы не вернутся. Значит, получается, и нам нельзя возвращаться. Получается, по вашему мнению, получается, которые не хотят воевать, значит, нам тоже нельзя возвращаться, потому что мы не хотим, как говорится, этого режима. Значит, нам там делать нечего. Значит, нам нужно жить в страхе всю жизнь. Жить в другой стране, никогда не возвращаться на свою родину. Вот что интересное. Очень интересно. YouTube кетсем кишилер. Шундай хал, дуслар. Я не знаю, сейчас, секунду, дуслар. Почему у меня точка доступа вырубается? Комментарий тут. Блин, шулай куб, надо аңлабылмый. Ты чё там объелся, дядь? Эй, малыш, правда говоришь?
Ты где так красиво? Это во Франции. Сам нацист. Витаю с Украины, вас файно. Рифат, иди нахрен отсюда. Ташак, блядь. Рифатовский. Рифат какой-то, блядь. То ли, блядь, Айзер, блядь, то ли что за нахуй. Чмурьё ебаный. Борой, блядь, сабр қылам деген ем, сүгінмейм деген ем, блядь. Бары сүгіндірәләр. Уроды ебаные. Только зашел, слышу нацика. Узкожопые вы сами нацисты, мрази. Так. Салям Узбекистанга. Валейкум ассалам, қардашлар. ФСБ меня шақырға керек. Понятно. Шақырғыз ФСБ. ФСБ, пожалуйста, срочно в студию, блядь. Шақырғыз мына мында ФСБ меня керек, срочно. Көтлеріне пышақ тағарайын, блядь. Я с Кавказа, я не враждуюсь ни с какими народами. Ну, пока еще не дошло до тебя, что надо враждовать. Дұрыс айтасың, бауырым, рахмат. Украинцы самые красивые люди в СССР были. Зачем эти войны? Это Путину надо задавать. Проблема менде жоқ, ортақтар жатыр Рашада. Құтақтар қабырда жатыр Рашада. Не упоминайте в своих разборках Кадыров дар от Аллаха нашему народу и самым любимым народам. Аузбилля. Блок тебя, Алекс какой-то, Волконовский, блин. Ну ты вообще... Убийственные люди сидят. Я, говорит, с Кавказа. Кадыров, говорит, хороший. Просто херень. Вот это и есть нацизм. Въелся он уже в людях, этот нацизм въелся, и они не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. После этого что можно сказать? Давайте пошумим чуть-чуть. Придется покатнуться. Так, ну да, сегодня что за тепло там вообще? Градусов где-то 16, 17, 17 градусов. Нифига себе. Скорость. Мерси. Так, что лошадей нету. На скачке, что ли? Сейчас зайдем, смотрим. Даже ауылда вот нет асфальта, щебень, видите? Болтхага нету. А везде Башкортостанда днем с огнем не найдешь щебень. Какой там асфальт? Скачки, прокачки.
Опоздал, что ли, опять? Смешно. Скачет. Киша отдыхает. Вот ладно. Сейчас может кто-нибудь. Или они внутри тренировались. Здесь надо пойдем почитаем новости, что-нибудь посидим где-нибудь. Внутри. По-разному попадаешь. Да и этот датчики есть. Туалет есть. Да, мне кажется, они уже сегодня быстро закончили, что ли. Сагат нечего еще был, да. Рано что-то они сегодня матывают. Ладно, поедем вот там где-нибудь на поле посидим. Где тишина. Где нет людей. Поговорим что-нибудь. Новости почитаем. Поэтому что нацизм да ничектер кутуларга керек еді бізге. Этот нацизм только можно истребить, уничтожив Москву. По-другому никак. Запишу-ка этот тикток. Катаются на самокате.
мешает. Не дает этот записывать на другой телефон. Мне надо это сейчас переделать. Как это? Сим-карты, наверное, надо переделать. Блай был мы, блин. Так не пойдет. Не дают раздавать. Сбрасывается. Так, я же хотел не только сюда приехать. Дальше я хотел поехать еще. Икенші мынанда бір ауылға, короче, барып келерге. Рахмат. Аман бол. Бұл телефон не раздает Wi-Fi. Сим-карта надо поменять на другой телефон. Сейчас я перезайду, наверное. Сейчас я выйду, зайду, наверное, потому что сменить надо сим-карту. Блин, мне шығара тұрған бар ма әлі? Скоба. Это скрепка надо. Сейчас, секунду. Вот здесь можно на камнях посидеть. О, видите, как красиво. Ну, хотел я дальше вам показать еще другие места, короче, сегодня. Поэтому пораньше вышел уже. Так, сейчас я перезайду, наверное. У меня же только на одном интернет остался теперь. Дусларха, перезайду. Так что перекур. Рахмат. Сейчас 2.